Результат закономерен. Была организованная игра исполнения обеих команд в обороне сегодня. И наша команда хорошо действовала, и противник действовал хорошо. Наверное, остроты не хватало в завершающей фазе с одной и с другой стороны. Во втором тайме игра немножко раскрылась, но связана она с тем, что стали изменения происходить в составе за счет замены, и одна и другая сторона. Поэтому, как мне показалось, ментально и противник хотел сегодня выиграть, безусловно, и нам хотелось тоже не довольствоваться именно одним очком, а все-таки постараться каким-то образом найти решающий эпизод, чтобы все-таки забить этот победный гол. Поэтому благодарность команде за то, что организация была на довольно высоком уровне, это то, к чему нужно стремиться. В прошлом туре у нас не хватало немножко организации, но добились положительного результата в виде победы. Сегодня была организация на высоком уровне, к сожалению, только ничья. Конечно, есть где-то внутреннее разочарование, но надо объективным быть по тому, как игра складывалась, результат закономерен. Спасибо большое, Николаевич, ваше мнение. Просто нечего добавить. Все очень емко, объективно. Пересказывать нет смысла. Согласен с каждым словом, Вадим. Александр, были трибунаком, Игорь Николаевич, вам вопрос сегодня Алакулова, когда мы выходили на замену, встречали овации такой, но сразу же после этого случилось два неприятных эпизода, вы едва не выбежали на поле. Удивило ли вас первое и второе? Ну, ты же, Вадим эмоциональный, я эмоциональный, это всего лишь игра, кто-то хочет обыграть, кто-то хочет отобрать, не всегда получается. Ну, как Алакулова не встречать овациями, если он принес команде 6 очков, забил Витебску и сделал пенальти в Минске. Вообще парень очень позитивный, положительный, только от одного его вида получается эмоции, неважно, как он играет, хорошо или плохо. А вот такая жесткость, которая была с ним. Ну, так со всеми была жесткость, и с ними, и без него, и с нашей стороны была жесткость, и с Торпедо-Жодина жесткость, там же грубости не было, но кто-то хотел, не успевал, как бы подло-то никто не играл, поэтому такие вопросы. Спасибо. Есть еще вопросы? Еще вопрос, австриец веселье вышел. Насколько довольны его игрой? Ну, раз в обороне сыграли на 0, то, в принципе, вся оборона сработала неплохо. В общем-то, он очень квалифицированный игрок, и мы рисковали, ставя его, надо было подпускать, хотя эти игры, может, чуть послабее сыграл Женя Лешков в игре с Минском. Вот, поэтому на такой позиции левого защитника его как-то в игру впускать по ходу игры, это тяжеловато, поэтому мы рискнули, и по большому счету, а так он хорошо играет, если еще немножко добавит каких-то тактических соображений в обороне, вообще это квалифицированный хороший игрок. Если можно, 800 зрителей сегодня пришло на футбол, насколько это цифра, объемный вопрос, насколько это цифра грустная, не грустная, и, кажется, выходной день, и вечер, и красивый мог быть антураж очень. Мне кажется, моя точка зрения, пускай приходят те, кто действительно, кому футбол интересен, настоящим его проявлением. Да, была мужская борьба, не было подлости, правильно, были эпизоды, где кто-то не успел, свалили. Конечно, эмоции, все это нормально. Поэтому те зрители, которые сегодня собрались, пускай их 800 человек, но я думаю, что сегодня 0-0, голов не случилось, но равнодушным никто не остался на трибунах, в моем мнении. Присоединяюсь. Присоединяюсь.